Делегацию Ингушетии возглавляет глава региона Махмуд Али Калиматов. Наша республика представляет на Кавказской инвестиционной выставке Минвода-Экспо 5 прорывных проектов общей стоимостью 13,5 миллиардов рублей. На сегодняшний день в их реализацию уже вложено более 3 миллиардов. Это полностью внебюджетные средства. Создано более 210 рабочих мест. Окончательная реализация проектов позволит создать в регионе 15 тысяч рабочих мест к 2030 году. Кавказскую инвестиционную выставку Минвода-Экспо посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов ознакомил премьер-министра с инвестиционными планами нашей республики и подробно рассказал о проектах, представленных на стенде Ингушетии. У нас уже многое сделано. В первой очереди у нас идет тепличный комплекс, дальше у нас алюминиевый кластер, профиль у нас, все в центр. И дальше уже, которые идут у нас проекты, они 25 год, дальше. Базово все, которые мы возвращали, они у нас продвигаются плодотворно. И у нас на сегодняшний день помогает очень Кавказ РФ, Минэкономики нам очень здорово помогает. Мы через год будем 15 тысяч тонн. Это помидоры и все остальное. Значит, птицекомплекс и дальше у нас... Вы говорите про урожай. Про урожай. Показатели эффективности, которые мы договорились, 5 прорывных проектов, экономическая модель работает. Да. Она работает. Хотел бы спасибо огромное сказать. В целом сегодня та помощь, которая правительством, вами лично, мы в действительности сегодня без долгов с 11 миллиардов ушли, 1,4 осталось. Да, я помню наш разговор, еще совсем недавно, вы переживали, но сделали все для того, чтобы эта ситуация осталась в прошлом. В этой части все помогает. И дальше уже, которые идут у нас проекты, они 25 год, дальше. Махмуд Али Калиматов отметил, что с точки зрения продовольственной безопасности самым значимым проектом для региона является тепличный комплекс Суджа. Производство состоит из 2 очередей. Первая очередь реализована на 10 гектаров общей мощностью 10 тысяч тонн продукции в год. Вторая мощность 20 тысяч тонн продукции в год реализовывается совместно со Сбербанком России и Кавказ РФ на территории еще 20 гектаров. Глава Ингушетии также рассказал премьеру об инвестиционном проекте в сфере экологии, в частности, завод по производству очистных сооружений для частного сектора. Вкратце хотел сказать, очистные сооружения. У нас зашел инвестор, цех сейчас поставил, сейчас завод будет стоять. Почему я говорю? Потому что Кавказ, он частные дома, 80-90%. Экология, водоемы загрязняются. И у нас они становятся, и мы сейчас хоть на дачу, хоть на дом, хоть на завод, ни одна школа... Зачистка стоков, да? Да, ни один школу, ни один детский сад не строится без очистных сооружений. Это на 5-6 лет они гарантию нам дают, поэтому инвестор пошел и к нам идут, они сами. Это самое главное. Самое главное. Придет инвестор, будут рабочие места, будут инвестиции, будет рост доходов населения реально. Поэтому реально спасибо вам большое. Вам спасибо. Еще встретимся. В форуме принимают участие более 3000 компаний. Площадка инвестиционной выставки поможет участникам заключить взаимовыгодное соглашение и выйти на принципиально новый уровень общения. К собравшимся с наилучшими пожеланиями успешной работы на выставке обращается заместитель председателя правительства России Александр Новак. Потенциал на Северо-Кавказском федеральном округе имеют такие отрасли, как развитие туризма, сельского хозяйства, промышленности, транспортной инфраструктуры. И я считаю, что у региона очень большой потенциал. Прошлый год показал, что практически по всем показателям результаты работы в регионах были выше среднероссийских. Это и по привлечению инвестиций, и по уровню валового регионального продукта на душу населения, по снижению безработицы. Поэтому здесь темпы очень хорошие. И хочу сказать также, что президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, также, как вы знаете, особое внимание уделяется развитию Северо-Кавказского федерального округа. Мы хотим сказать ему огромное спасибо за поддержку, за те решения, которые принимаются на уровне президента для развития региона. Я уверен, что тот потенциал, который есть сегодня в развитии Северо-Кавказского федерального округа, он будет реализован, и в том числе благодаря вот такому мероприятию, как представление своих достопримечательностей, возможностей своих инвестиционных ресурсов каждым регионом на Кавказской инвестиционной выставке.
Масштабный инвестиционный форум на Северном Кавказе проводит впервые. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка подчеркнул, что мероприятие удалось реализовать благодаря огромной поддержке правительства России. Выставка также выступит стартовой площадкой для новых идей и инициатив, направленных на наращивание инвестиционного потенциала региона Северного Кавказа. Напомню, что правительством Российской Федерации совместно с регионами округа 2 года назад были разработаны модели экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа. И уже сегодня идет активная реализация заложенных в них прорывных проектов. Создаются новые рабочие места, а значит растет качество жизни людей. Данные статистики говорят сами за себя. По итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал регионов Северного Кавказа превысил 878 миллиардов рублей. Это почти на 8% больше, чем в 2021 году. Хорошую динамику показывает туристическая отрасль нашего округа. Доля валовой добавленной стоимости туристической индустрии в валовом региональном продукте увеличивается и по последнему отчетному году приросла на 6,5%. Уверен, что обмен опытом и новые партнерские контакты, полученные на выставке, помогут добиться еще более впечатляющих результатов. Глава республики поблагодарил правительство России и Институты развития за помощь в раскрытии инвестиционного потенциала Ингушетии. Махмуд Али Калиматов уверен, площадка Минводы-Экспо откроет для республики новые пути инвестиционного развития. Сегодня в Ингушетии особое внимание уделяют инвестициям и открытию важных объектов, которые в первую очередь обеспечат не только наш регион качественной продукцией под маркой «Сделано в Ингушетии». Благодаря усилиям главы республики за последние 3 года удалось реанимировать простаивающие предприятия и запустить их производственный процесс. Республика Ингушетия для наших жителей дает очень многое. В части того, что здесь присутствует более 3000 бизнесменов. Здесь сегодня будут подписаны соглашения. Мною лично будет подписано соглашение Промсвязьбанком. Кроме того, будут соглашения с инвесторами, которые будет, во-первых, здесь много обмен мнений, очень много того, что необходимо обсудить, чтобы развить дальше нашу экономику. Здесь, во-первых, опыт региона Северного Кавказа. Тоже они смотрят, что у нас, мы смотрим, что у них. Самое главное, что мы сегодня должны привлекать к себе инвесторов. Форум дает еще один шаг вперед. Представитель правительства здесь, которые нам реально помогают. Правительство нам в части развития 5 прорывных проектов, которые я уже и представитель правительства вот сейчас по центру подходил, что мы их развиваем. Это АПК Сунджи, это алюминиевый кластер и другие. Современные тенденции, перспективы развития деятельности в области реализации масштабных инфраструктурных и инновационных проектов. Важная цель встречи – выставка послужит местом генерации новых идей, направленных на наращивание инвестиционного будущего Северного Кавказа. Лина Цычоева, Новости 24.